Знаем. Құрметті ұстаздар, оқушылар, кім мықты деп аталатын интеллектуалды ойын-сауық шоуына қош келдіңіздер. Дорогие учителя и ученики, мы рады приветствовать вас сегодня на интеллектуально-познавательном шоу «Кім мықты». В последнее время мы все чаще слышим от взрослых, что молодежь совсем другая. Ах, если молодость могла бы, ах, если молодость бы знала, ах, если зрелость все снова бы смогла. Сегодня между собой в интеллектуальном поединке встретятся два поколения. Поколение, молодость которых прошла под звуки бобинного магнитофона «Романтик», фотоаппарата «Полароид», когда писали письма и отправляли их в конвертах с открытками на праздники. Поколение молодых, которые не представляют ни одного дня без телефона и гаджетов. Итак, начнем игру. Уважаемые учителя, представьтесь, пожалуйста, кто у нас сегодня играет? Погорелов Иван. Добрый день. Я Адылхан Манаповна. Рада вас видеть. Удачной игры, дети мои. Спасибо вам тоже. Добрый день, это Ису Багдадовна. Всем нам ни пуха, ни пера. Спасибо. Уважаемые ученики, тоже представьтесь. Всем здравствуйте. Меня зовут Дания Алтынхан. Я ученица 9 А класса. И всем удачи в этой игре, наверное. Ученик 9 класса А, Имамадиев Арнур. Всем хорошей игры. Я Расыл, всем удачи. Да. Спасибо большое. Глобализация коснулась всех сфер нашей жизни. Новые технологии диктуют свои правила. Подростки в любой точке мира такие же, как и наши. А вот нам, взрослым, приходится подстраиваться, осваивать новое. А нам, молодым, нужно не забывать о своих корнях, о том, что мы казахстанцы. Угу. Представляем условия нашей игры. Игра наша состоит из 3 туров. Это сурах-жауап, Вопрос-ответ. көрек тыңдайық Смотрим, слушаем. и рас пен жалған. Правда или ложь? Итак, условия первого тура. Сначала познакомимся с правилами этого тура. Каждой группе будет задано по 8 вопросов. На каждый вопрос дается 15 секунд на обдумывание и обсуждение. За каждый правильный ответ начисляется 10 баллов. Если группа затрудняется ответить, то ход передается другой команде. И если команда правильно отвечает, то получает 5 баллов. Угу, спасибо. Сейчас вопросы будут для учителей. Уважаемые учителя, приготовьтесь. Ученики также приготовьтесь, потому что если учителя не смогут ответить, то вы сможете это сделать за них и заработать на этом 5 баллов. Как вы понимаете значение слова «банить»? И это никак не связано с баней. Алло. Мне кажется, можно ответить? Да, можете, конечно. Это, наверное, слово «блокировать». Так. Не знать. Это совершенно верно, спасибо. Действительно, это слово из активного словаря молодежи. Означает запрещать пользователю доступ к чему бы то ни было, блокировать его за какие-то провинности. Спасибо большое. А кто же такой или что это такое демотиватор? Тоже с компьютера. Так, отвечаем, уважаемые учителя. Время. Наверное, если... Мотивировать — это значит привлечь, а это демотивировать значит не привлекать. Или наоборот, это разложить на части, Мотивировать — так, это что ли? значит... Итак, какой ответ все-таки нам нужно принять? Еще раз скажите, пожалуйста. Это легкие. Как? Так, выходит,
настроение там, и какой Это не совсем точный ответ. Право ответа переходит к детям. все понятно. Учащиеся 9 класса, пожалуйста. Демотиватор? Мгм. Демотиватор – это то, что, получается, лишает человека мотивации. Правильно? Так, это был ваш ответ, да? Вы не Демотиватор. совещаясь решили ответить. Итак, правильный ответ, смотрите. Это жанр баннера, интернет-плаката, выполненный по определенному канону. Картинка в толстой это черной мем. рамке. Это мем. Да, да, это вот как мемы, да. Вот перед вами примеры вот таких демотиваторов. Конечно, они, у них содержание это антиреклама, сатира и юмор. Чуть не так, да. Смотрите, национальный праздник, кредит Джабу, видите, как переделали картинки. Итак, получается, что никто на этом вопросе не зарабатывает баллы. Дорогие Ой, учителя, а вы знаете, что такое чекиница? Хвастаться, что ли? Ну, это, наверное, общаться. И это ваш ответ? Мне кажется, это хвастаться. Так, это не хвастаться. Ученики, ответьте, пожалуйста, что такое чекиница? Может здороваться. Нет, это неправильный ответ. М. Но Фотографироваться, нет? То, что селфи делать? Нет? нет, нет, нет. Это, по-моему, от слова чекин произошло, разве нет? Ну, от слова чекин, но что сейчас значит в сленге чекин? Ну, типа, Расшифруйте это нам. Встретиться? присоединяться, возможно, типа, Нет, точно нет. Ну, вы нам Это расшифруйте, интернет, как это нам понимать, пожалуйста, Дания. Как взрослым понимать это? Так. Я просто не уверена в своем ответе, если честно. Я даже не помню, что это значит, но как по мне, чекиниться — это вроде бы фотографироваться. То есть чекин — это, так скажем, как сказать? Ну, когда вы сфотографировались, то вы что делаете? То есть проверяем, смотрим, то есть чек-ин, проверять, Ну, пересматривать куда и вы так дальше. отправляете это фото? Инстаграм, WhatsApp. Мгм. Правильный ответ такой, это жюри будет судить уже, правильно ответили или нет. Отмечать в социальной сети свое текущее географическое местоположение, location. Вот когда вы фотографируетесь, вы тут же отправляете и вот как бы показываете, где вы находитесь, да? честно, таким не занимаюсь. А что значит слово хейтер? Что значит слово хейтер? Можно я? Нет, подождите, пока учителя отвечают. Это ненависть, да? Мгм. Ненависть? И это правильный ответ. Да, это яростный противник чего-либо, кого-либо. Это правильный ответ. Ну, что же такое кавер? Каверный вопрос. Нет. Кавер? Кавер это же, например, кавер на песню, кавер на выступление. Это как типа пародия, не пародия. Это своя интерпретация какого-либо произведения, да? Совершенно верно, вы правы. Вот послушайте. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой. Вы узнали, наверное, песню, которую мы все слушали, и вот, пожалуйста, вот такой вот кавер на эту песню вышел. Совершенно верный ответ. Оверсайз – это что? Это же сейчас куртки, большие размеры. Да? Куртки вот эти головки, вот такой вот. Куртки, Это знаете? только куртки? Ну, огромные. Вещи. Такое. Ага. Да, То есть это продукция какая-то, да? Нет, это, наверное, скорее Вот всего. этикетка. Большие размеры, мне Марина кажется, да? Ивановна, давай. Ну, Я это скорее вижу всего, на наверное, вещах. вот как реклама идет, мгм, но только на вещах. В мгм. футболках вот это все идут. Да, действительно, это термин, использующийся в моде, обозначение Вот вещей свободного свободного кроя, а также одежды, которая значительно велика своему хозяину, да? Они являются сейчас трендовыми, оверсайз одежда. Ну, жюри будет решать.
Ольга Александровна решит, Адлхан Манаповна молодец. правильно или нет, отвечает Потому что наши я недавно куртку участники. покупала, и мне сказали, она мне большая, и мне посоветовали. Это как раз модно. Поэтому я запомнила. А вы знаете, что такое хайп? Хайп – это когда зарабатывание какого-то авторитета, да, за счет чего-то, авторитета, положения Совершенно в верно, обществе, программе, да? Мгм. Да, совершенно верно. Используется в адрес человека, бренда, популярность которого пытаются раздуть искусственным способом. Нет, не уходи. Мама как. Что же такое демка? Дэм. Так. Марина Ивановна, давайте что-нибудь, вы же там в библиотеке много чего. Ну, Это пробная версия. Совершенно верно. Пробник. Это не полная ознакомительная версия программы или игры. Наши учителя молодцы. А теперь вопросы для учеников. 9А, приготовьтесь. Пальчики на месте. Папа. Сандалии. Так, 9А, отвечаем. Хоть мы русскоязычные, мы должны знать эти слова. Это типа Это мешок, гривоня? да? Не поняла? Это мешок? Уточните, нет. пожалуйста. Итак, ваш точный ответ, пожалуйста, ребята. Арнур, отвечай. Так, это кожаный мешок. Для Правильно? чего? А, не знаю. Это же для кумыса, шабата, вот жидкости хранить. Разве нет? Спасибо, ребята. Жауабы дұрыс. Мал терісінен жасалатын қымыз құятығын ыдыс. Что-то в голову засело, но я забыл, что это. Молодцы. Абысын деген нені білдіреді? Ильхан Манаповна. А дети Нет, это отвечают. отвечают ученики. Да. Ребята, есть ответ? Не тяните. Если не знаете, то лучше отказаться от вопроса. Но это, наверное, что-то с родственными узами связано, типа невеста, возможно, или нет? Ну, Что-то наполовину вы правы. Даете возможность ответить учителям? Или сами будете додумывать? Итак, уважаемые учителя, дополните ответ. Адлхан Манаповна, давайте. Да, давайте. Абысын деген нені біл, абысын это значит братья, допустим, вот мой муж, его брат. И мы да. будем абысынки. Старшая сноха. Да, старшая сноха. Во-во. Да. Вот, жены, братья. О, между собой. Жены Ну, братьев давай. между собой называются абысын. Там чуть-чуть неточность была в ответе. Жюри решит, да, присуждать 5 баллов или нет. Жиен деген нені білдіреді? Ребята, ваш вопрос. Если честно, мне сейчас очень стыдно, что я ни на что не могу ответить. Ребята, есть ответ? Жиен. Кого-нибудь из вас называли Жиен? Уважаемые учителя, пожалуйста, если вы знаете Обычно ответ, так на детей скажите. говорят, разве А? нет? Обычно так на детей говорят, разве нет? Да, это говорят на Да. детей. Уточните, Это- кого так называют? Это как Диверсия. Хенле или что? Это от девочки идет. Можно, да, отвечать? Да, учителя, пожалуйста. Это идет от линии этих девочек, со стороны девочек. Будет А. Жиен они между собой. Вспомнили, да, ребята? Помнили, да? Это так дочерей, внуков дочерей называют так. Со стороны сына это внуки, это немерелер, да? И между собой они тоже брат, сестра, да? А вот детей дочерей называют джиен. Жиен деген емес не? Ребята, есть ответ?
Это где, получается, осень останавливается. Совершенно верно. Күздеу деген күздік қоныс. Дұрыс жауабы. Зеу, кустав. Дұрыс. Кит дегеніміз не? Свадьбу. Ребята? Вам предстоит молодежь. Это обычай какой-то. Да, Свадьба. правильно. Корень, смотрите, ребята. Правильно, Арнур. Корень. Ближе. Ну, Арнур, это с событиями действительно связано. Это Яросыл был. Я молчал. Яросыл? Можете расшифровать, что это за обычай? Он вас коснется. Не думайте, что это мимо вас пройдет. Уважаемые учителя, помогите. Не очень целен. Да, помощь. Кит – это, ребята, подарок. Когда приходят домой гости, куда-кудагы. Сватья, когда приходят, мы им одеваем одежду. Это называется кит. Вот когда соберетесь замуж или жениться, вас это коснется обязательно. Сендер киит кигізесіңдер. Әмәнгерлік деп нені айтамыз? Дерлік. Давай не уходи, сейчас мне нужно будет. 9, есть у вас ответ? Ну, Уважаемые учителя. Это тоже из разряда обрядов, разве нет? Да, правильно. Традиция такая, обычай был, да. Это очень хороший такой вот... Насколько я помню, это вроде про наследие что-то. Типа, когда кто-то... По-моему, когда женщина вдовой остается, там наследник остается в виде брата, по-моему. И она выходит за него Чуть-чуть осталось. Это совершенно... Вы идете прям по правильному пути. Мысль правильная. Учителя, помогите. Нет, это Арнур же верно сказал. Да я Что сказал. ближе. А у Арнура можно зачесть, по-моему. Он правильно сказал. Чтобы, когда оставалась вдовой женщина, Да. чтобы ее детей не оставлять сиротами, то Брат был такой берет обычай. Вот, молодец, ответила. Хорошо, спасибо большое. Біле деген нені білдіреді? Ребята, отвечаем. Очень похоже на Лен. Думайте. Бөле деп сендерді атайма? Кажется, ребята затрудняются. Уважаемые учителя, подскажите. Тоже, по-моему, родственники по линии матери, да, друг друга называют. Ой, не родственники, а потомство. По линии материнства. Можно, да, ответить? Да. Казаков говорят, это төрт аяқтыда ат бір-біріне жақын дейді, а туыстарда бөле жақын дейді. Это значит, они были очень дружными, и они могли разделить свой, допустим, гости друг друга приглашали, очень дружные они. Родственники по линии матери все равно. Да, по линии матери родные дети между собой были, да? Спасибо. Сықырлаулық. Сықырлауық дегеніміз не? Рожь свистеть или как? Ребята, знаете ответ? Это тоже что-то связано с этим? Да, в юрте. Нет, это в юрте. Да. Яросыл? Дверь? Разве нет? Дверь? Совершенно Юрте. верно, это дверь юрты называется так именно. Спасибо большое. Так, у нас закончился первый тур. Наше жюри. Ольга Александровна, вы можете нам сказать итоги первого тура?
Да, могу. Слышно меня? Да. 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 Команда учителей получает 80 баллов по итогам первого тура, а команда учеников 45 баллов. Мгм, спасибо большое. Мы начинаем второй тур. Он называется «Курейк Тундайк». Смотрим, слушаем. В этом туре каждой группе будет показан отрывок из фильма и отрывок из песни. Для ответа нужно выбрать один из 4 вариантов. Для старшего поколения будет продемонстрирован отрывок из современного фильма. Это для старшего? Да, это для учителей. Это то, что смотрят наши дети. Знаю. Это вот типа как покемончики или как, да? Как их там Звездные называют? войны? Не «Звездные войны» нет. Какое-то Вот у вас существо вот это вот, выбор. смотрите, вот это вот. Из чего Выбор. выбирать? Мак, это ж Пожалуйста, Мак. выбор. Мандалорец, может быть. Вот это существо. Видимо. Это ваш ответ, да? Вы считаете, что это Да. Давай, отрывок из... Мандалорец. Хорошо. Фильма И это «Мандалорец». правильный ответ. Ой, Теперь отрывок из фильма «Для учеников». Ой, принцесса. название. такое. О, отлично. Принцесса. Правда? Ага. Морозко. ой, молодцы, дети. Да. Ребята дают досрочный ответ, даже еще не видели, что Компания. варианты ответов. Мороз. Действительно, это отрывок из сказки «Морозко». Мы выросли на этих сказках, ребята. А теперь будем слушать отрывки из песен, то, что слушает наша молодежь. Ой, извините, для учителей сначала. Да, правильно, я сказала. Ой. Хочет вдохнуть лишь чистоты, пока всем телом на кровать. Хочет укрыть всех, кто бегом бежит и кто катился спять. Я найду 1000 причин, чтобы тебя не вспоминать. Город бетонный, серый дом и спрячет полночь все дома. Итак, эта композиция Крида, прозвучала в кажется. исполнении Егор Крид, да? Егора Какие, Крида. да? Это ваш ответ? Точно? Ну-ка, кто-нибудь есть там и учим? Мне кажется, как... Рахим. Это Рахим. Вы немножечко ошиблись. Ой, молодец. Почему, мы же Трудно. сказали? Теперь звучит... Адылхамановна сказала, что это Рахим. Да? Я просто услышала, что Егор Крид сказали. Нет. Это я сказала Егор Крид, а Абылхан Манатовна сказала Рахим. Она больше разбирается в музыке. Хорошо, звучит композиция для учеников. Buongiorno Italia, gli spaghetti a mente e un partigiano come Ученики, пожалуйста. Так, это Андриана Челентано, да? Он тоже поет, кстати. Они оба поют. Как у него фамилия читается? Кутуньо. Правильно называй. Вот он. Я не знаю, как читается фамилия. Это, кажется, он. Кутуньо. Тота Кутунья, да, Алтынхан? Кутунья. Я. Ага. Так, действительно, Мама это Тота Челентано Кутунья. тоже поет ее, эту песню. Они оба поют, и Челентано, и Тота Кутуньо. Но в данном случае прозвучало из уст Да, Тота Кутуньо. Тота Кутунья. Так, сейчас мы приступаем к третьему туру. Он называется «Правда или ложь? Распин Джалган». Вам будет задано поочередно 5 вопросов. Вам нужно ответить, правда это или ложь. Если вы еще и прокомментируете, то заработаете еще 5 баллов. Правда ли, что гаджет и девайс — это одно и то же? Отвечать нужно будет сразу. Уважаемые учителя. Правда. Арина Ивановна сказала Да. правду, да? Да, в принципе, вроде, да. Гаджет, девайс. Можете прокомментировать?
Мгм. Это ложь. Девайс – это самостоятельный аппарат и прибор, который автономно работает и функционирует. А гаджет – это приспособление к нему, дополнение к девайсу. Гаджет сам по себе не может работать. Это вот как пульт от телевизора, да? Без телевизора он как бы вообще никуда не пригоден. Или, например, наушники без самого прибора, они не работают. Правда ли, что есть телефоны, которые заряжаются Кока-Колой? От чего? От Нет, Кока-Колы? Да. Может ли быть такое? Уважаемые учителя, нужно отвечать сразу. Нет, Нет, Неправда. нет. Мгм. Ага. Так, а это правда, потому что ученые нашли альтернативный способ зарядки мобильных телефонов. Взамен традиционным аккумуляторам они предлагают использовать биоэнергетические модули, вырабатывающие электричество из любых сахаросодержащих жидкостей, например, от Кока-Колы. Вот такое вот новшество. Правда ли, что можно узаконить отношения онлайн, не приходя в ЗАГС? Правда. Чего? Сейчас же Да. заканчивается. А это ложь. Подать заявление онлайн можно, но регистрироваться без ЗАГСа никак нельзя. Нужно все равно прийти в отделение ЗАГСа. Ой, какой ужас. Правда ли, что появился новый вид спорта шах-бокс, комбинация шахмат и бокса? Уважаемые учителя, надо соглашаться на необычное, а не то, что противоречит нашим взглядам, оно правильно получается. Давайте согласимся, что оно есть такое. Шахматы это головой думают, а бокс это руками. Разные вещи, кажется. Это ложь. Нет, Это ложь. Ханна Анаповна, сейчас мы скажем нет. Нет, давайте скажем да, потому что то, что противоречит нашим взглядам, получается правильно. Да, есть. И это правда. С 2003 года Вот, появился вот. такой гибридный вид спорта, который совмечает развитие интеллектуальных и физических способностей личности. Можно вопрос задать? Обучающий, да? Они типа сидят, играют в шахматы и потом бьют друг друга? Да. Они сначала играют в Ну, как у вас шахматы, Проиграл, да? потом идут и А. боксируются. Бывает. Правда ли, что кринж – это комплимент? Нет, наверное. Кринж. Блин, Это надо стыдно. было учить английского. Правда это или ложь? Ну, от Ханна Учителя, Анаповна, ваш это ответ. ложь. Давай. Это ложь, Ложь. да? Это Ложь. Да, ложь. потому что кринж – это чувство отвращения, стыда за другого человека. Иначе мы можем говорить испанский стыдно. А теперь вопросы для учеников. Правда ли, что казах попал в книгу рекордов Гиннесса, пробежав пустыню Сахару в 1993 году за 24 дня? Правда. Да. Да. Правда, да. Было Вот, такое когда-то. люди, вот смотрите, ребята, старшего поколения, они себе хайп зарабатывают не вот таким легким способом, а смотрите, казахстанец из рода Аргын, Марат Шалынбаев, 63-го года рождения, он марафонец, является единственным в мире человеком, который в одиночку пересек пустыни. Он семикратный рекордсмен книги рекордов Гиннесса. Сияк Жанахарту обозначает заменить кость, сделать операцию. Нет. Правда. Это отвечают ученики. Неправда. Нет. Правда. А можете сказать, если нет, то что это? По-моему, это в иносказательном смысле. Как это нужно понимать, Арнур? Это про Сияк Жанахарту, игральные, наверное, кость. Жанахарту. Так, А как это нужно понимать? потому что это очень сложно, но точно в иносказательном смысле и не обозначает операцию. Точно не обозначает. 5 баллов что это? могут заработать еще и на этом вопросе учителя, если вы подскажете, как нужно понимать это с Йог Жангарту. Это случайно не значит, как сказать, Там продлить то, между что девочками. Ну. родство, продлить. Родство, совершенно верно, Родство. Дания. Ты спасаешь команду, ты зарабатываешь 10 баллов. Действительно, это традиция продлить родство. И, если они между собой были худалар, то могут еще девочку отдать в этот же род или же взять оттуда девочку.
Правда ли, что, сказав любому взрослому человеку «Семен Семенович», можно намекнуть человеку на какую-нибудь оплошность или признаться самому в ней? Здесь интонацию надо было. Дети, это Да, для кажется. вас вопрос. Это из фильма какого-то. Мгм. Да, да, это фраза. Раз Семен Семенович, вот так. Да-да-да. Правда? Правда. Правда ли, что 67% населения Земли еще не пользовались сотовыми телефонами? Да, думаю, ложь. Мне тоже кажется ложь. Хотя, 67%. Материки вспоминайте, там большие, Африка, допустим. Ну, 9, а какой ваш будет ответ, правда или ложь? Ну, ложь, наверное. Не может быть такого, да, чтобы 67% Земли не хотя, пользовались. не, возможно, Ну, вот возможно, как правда. сейчас узнать, Хотя нет, сколько это точно спорно. процентов? Нет. Правда. Правда. Дания? Ау. Ой, Бахыта. Организация VR Social в сотрудничестве с Hotsuite выпустила отчет Digital 2020 October Global Statshot Report, в котором проводится много интересной статистики. В отчете указывается текущая численность населения Земли – 7,81 миллиардов человек. Количество человек, использующих мобильные телефоны, составило 5,2 миллиарда, то есть 67% населения Земли. Правда ли, что Чарли Чаплин, будучи уже известным, выиграл в конкурсе косплея Чарли Чаплина? Нет, он проиграл его, кажется. И это совершенно верно. Или Да, он проиграл, он занял лишь второе место 3-е занял. место. А, Третье 3-е третье. место, да. Представляете, Да, сам же там проиграл, да? его обыграли. Это конкурс Мгм. двойников, да, получается? Да, конкурс двойников. Молодежь называет косплей это словом. Мы закончили 3-й тур. У нас вот, к Всё. сожалению, время ограничено, поэтому мы 4-й тур не будем проводить. У нас планировалось 4 тура, но мы проведем 3. И вот подсчитаем итоги по результатам 3 туров. Ольга Александровна, можете нам предоставить результаты? Да, дело в том, что практически ничья получилась, потому что ученики, конечно же, в конкурсе «Правда или ложь» вышли вперед, и еще они объясняли тот или иной факт. Но все равно учителя набрали 120 баллов по итогам 3 конкурсов, а ученики набрали 115 баллов. Ну вот 5 баллов совсем различия. небольшой, да? Ничья практически. Спасибо большое за игру. Уважаемые учителя, можете что-нибудь сказать молодому поколению? Молодому поколению? Так. Ну, знаете, конкурс очень интересный. И я так думаю, наше молодое поколение, даже если забыло какие-то термины, касающиеся чисто